рабочая группа, которая создана между парламентом страны и депутатами Народного собрания. Там нет депутатов, которые представляют Гагаузию, будем условно это называть, потому что все же вы избирались по спискам политических партий, а не как представители Гагаузии. Только господин Гагаус, и то он является лицом, которое заменяет господина Цуркана в случае его отсутствия. Как так получилось, что ни одного уроженца Гагаузии не вошло в эту комиссию? И интересуетесь ли вы этой работой комиссии и верите ли вы в ее результативность? Давайте так, я сейчас выскажу лично свое мнение. Когда формировалась эта группа, мы обсуждали этот вопрос и во фракции, и с каждым депутатом в отдельности руководство фракции говорило. Лично я считаю, что то, что нас нет в этой комиссии, имеет свою аргументацию. Значит, целью этой комиссии было, скажем так, отражение двух органов, двух центров, двух полюсов, отражение их мнений и позиций. Одна позиция, один центр, один полюс — это Кишинев, вторая — это Камрад. Учитывая то, что мы жители Гагаузии, мы имеем практику работы в Гагаузии, и мы, в принципе, поддерживаем большинство тех инициатив, которые исходят от Народного собрания, мы приняли решение, что это нарушит немножко баланс, скажем так, работы вот этой группы, и мнение может отражаться, ну, больше, скажем так, в пользу Гагаузии. Поэтому принялось решение, скажем так, делегировать в эту группу нашу коллегу Елену Бакалу, которая представляет, скажем так, полностью интересы центра, если можно так сказать. Ну и она, вот, учитывая, что с одной стороны депутат Народного собрания со своими инициативами, с другой стороны представитель центра, то есть Елена Бакалу, я думаю, что это нормальный здоровый баланс, и исходя из вот этой, скажем так, формулы и пропорции создавалась эта комиссия. Если говорить о деятельности комиссии, то несмотря на то, что я не включен в ее состав, я слежу полностью за повесткой дня, я знаю о всех инициативах, которые приходят из Народного собрания. В приватных беседах со своими коллегами по фракции и с руководством партии я все эти инициативы обсуждаю. Насколько могу их, скажем так, лоббировать в хорошем смысле слова, я их лоббирую. Поэтому, в принципе, от того, что меня там нету лично в этой комиссии, ну, много не поменялось. За время того, как вы получили мандат депутата парламента страны, сколько было инициатив со стороны Народного собрания, законодательного органа? И когда подаются эти законодательные инициативы, ведутся ли какие-то переговоры с вами, руководство Народного собрания, для того, чтобы вы как минимум продвигали или лоббировали эти законодательные инициативы в парламенте? Ну, если говорить о свершившихся фактах, то была только одна единственная инициатива, когда я пришел, ну, по крайней мере, за мою историю в парламенте, председатель, спикер Народного собрания там пришел с инициативой об освобождении от пошлин стройматериалов, которые пошли на строительство какого-то объекта. Храмов в Копчаке. Храмов в Копчаке, да. Если говорить о тех инициативах, которые, скажем так, выносятся в повестку рабочей группы, то со мной лично они не обсуждаются по каким-то причинам и с моими коллегами по фракции, хотя, учитывая, скажем так, сегодняшнюю конфигурацию в парламенте и влияние Демпартии на, скажем так, решения те или иные в парламенте, я считаю, что это неправильно. Наши коллеги должны отойти и убрать в сторону все амбиции, коллеги из Народного собрания, имею в виду. И мы открыты для диалога, и я, и мои коллеги Дудогла и Карасени, мы готовы встречаться и разговаривать по каждой инициативе в отдельности, по, скажем так, пакету этих инициатив. Наши друзья из Гагаузии не проявляют такого, скажем так, желания, но мне это не мешает. Я вам еще раз говорю, я нахожу методы и способы для того, чтобы поддерживать нормальные, здоровые инициативы, которые необходимы для автономного территориального образования Гагаузии.